Disclaimer. Видео носит исключительно научно-популярный и образовательный характер. Все факты и выводы основаны на исследованиях Национального центра биотехнологий Республики Казахстан. Материал не выражает политических, этнических или медицинских оценок. Тайны происхождения казахских родов. Наука и шежре. Когда сформировался генофонд казахов? Почему народ стал делиться на роды и жузы? Как получилось, что в одном роду казахские мужчины имеют разные Y-хромосомы? Ответы на эти вопросы ученые ищут в Национальном центре биотехнологий, где ведутся исследования, способные не только раскрыть происхождение и структуру казахского общества, но и помочь в снижении риска генетических заболеваний. Путь к науке и поиск генетических следов. Сотрудник центра Махсат Жабагин, заведующий лабораторией генетики человека, делится историей своего пути к науке. Будучи школьником, я интересовался нашей историей, неоднократно участвовал на олимпиадах. Позже увлекся естественными науками, поступил в МГУ имени Ломоносова на биологический факультет на кафедру генетики. И в один прекрасный день на летней практике, на очень интересной лекции нашего профессора, узнал о междисциплинарном направлении генетики и истории. Речь шла о поиске генетических следов Чингисхана. Это меня увлекло. Основные направления исследования. В лаборатории Национального центра биотехнологий исследования охватывают три основных направления. Первое. Популяционная генетика, изучение формирования народов Центральной Азии и генофонда казахов. Второе. Криминалистическая генетика, прикладное направление популяционной генетики. Третье. Медицинская генетика, исследование генетических основ заболеваний с целью предотвращения врожденных патологий. Сегодня существует промежуточный неинвазивный метод диагностического исследования возможных патологий ребенка. Наше исследование позволит сократить количество женщин, которых необходимо направлять на инвазивный метод. Поясняет Жабагин. Генеалогия казахских родов и роль Y-хромосомы. Ученые исследуют происхождение и структуру казахских родов, используя данные о Y-хромосоме, передаваемой по мужской линии. Жабагин отмечает. Известно, что Y-хромосома наследуется от отца к сыну, и по генеалогии мы знаем, что принадлежность ребенка к роду наследуется от отца. И мы в наших исследованиях доказали, что для большинства казахских родов это является нормой, когда большая часть членов одного рода действительно восходит к одному общему предку. Примеры исследований. Исследования рода Аргын выявили, что их общий предок жил около 650 лет назад. Предположительно, это золотоордынский эмир Караходжа. Уйсуны – крупнейшие объединения старшего жуза, также входят к общему предку Байдибек-Бию. Для аргынов характерен эффект отца-основателя. Это никак не соответствует версии их происхождения от различных племен. Мы выяснили, что общий предок представителей рода Аргын жил где-то 650 лет назад. Делится Жабагин. Мозаичность генетических структуры казахских родов. Однако не все роды имеют одного отца-основателя. Роды, такие как Кожа, объединяют потомков различных предков. Жабагин объясняет, что структура рода формировалась через социальные связи, захваты племенных и адаптацию батраков. Ирлан Романкулов, руководитель Национального центра биотехнологий, добавляет. Надо понимать, что роды казахские – это социальная категория. Нет такого рода, чтобы все были железно родственники. Сам род становился мозаичным. Экзогамия и единство казахского генофонда. Традиции Жети-Ата и экзогамии сохраняли генетические разнообразие и обеспечивали взаимосвязь между родами. И по генетическим данным, самое последнее смешение было в. Так завершает Жабагин.
подчеркивая важность смешения и передвижения, способствующих единству казахского генофонда. Заключение. Генетические исследования, проведенные в Национальном центре биотехнологии, подтверждают глубокую связь казахского народа с его историческим прошлым и проявляют свет на сложные пути формирования его генетического кода. Эти открытия не только помогают разобраться в генеалогии, но и способствуют созданию научной основы для будущих поколений.